осуществлен первый проект «Помощь незрячим». Нами была приобретена техника специальная, и этот проект был осуществлен совместно с УТОС. На то время они так назывались, но, наверное, и сейчас называются, да, Константин? Нет, сейчас называется Всероссийское общество слепых, ВОС. Ага, ВОС. Были приобретены два компьютера. Один компьютер для людей с проблемами зрения, незрячих и слепых был установлен здесь у нас в библиотеке, и второй вот на то время в УТОС. Вот с того времени началась наша дружба. И, может быть, не совсем дружба, мы как-то вот прониклись, что у нас есть люди, которые должны, наверное, пользоваться всеми благами цивилизации, читать книги, посещать какие-то мероприятия, находить и пользоваться вот той информацией, которая вот сегодня нас окружает и которая должна быть. Вот с того времени мы начали эту работу. Конечно, мы не специализированная библиотека, мы только это делаем, наверное, по велению сердца, вот от души. Мы хотим помочь, хотим пойти навстречу. И вот после этого были еще несколько очень значимых и знаковых проекта. Первый проект, когда мы, будучи на конференции в Судаке, вы все знаете, что там проходит ежегодно в июне месяце большая библиотечная конференция, на которой со всего мира раньше съезжали, и сейчас приезжают библиотекари, обсуждают свои какие-то проблемы. И вот мы попали на секция для слепых, слабовидящих и слепых, как-то она вот так вот и называлась, и сейчас она называется. И мы рассказали о нашем первом проекте, о приобретении техники, и когда у нас спросили, а что же дальше, что вы еще хотите? И вот тогда нами было озвучено, что и у нас, у крымских татар, тоже есть люди с этой проблемой. И вот для этих людей мы тоже должны что-то сделать. У нас есть дети проблемами, слабовидящие и слепые дети. Попросили помощь наших коллег. Две библиотеки, это Санкт-Петербургская библиотека для слепых, город Санкт-Петербург, Россия, и Челябинская библиотека для слепых. Они сказали, пришлите нам в электронном варианте тексты книг, что бы вы хотели, чтобы мы для вас сделали, и мы вам напечатаем или распечатаем, я не знаю, как правильно это называется, вот шрифтом Брайля книги. И вот сейчас на столе, обратите внимание, первый наш опыт, это мы выпустили совместно книгу Андерсона «Сказка о оловянном солдатике» и «Домус Чобана» «Свинопас». А почему именно эти сказки? Ну, эти сказки, во-первых, были переведены на крымско-татарский язык, и оригиналы этих сказок хранятся в нашем фонде. Книги были выпущены в 1939 году, до войны, и на них уже не распространяется авторское право. Почему? Потому что и здесь у нас могли быть какие-то, но мы идем с буквой закона, не хотим нарушать ничьих авторских прав, и имеем право те книги, которые уже не подлежат авторскому праву, издавать и переиздавать. Во-первых, очень интересные сказки, очень читабельные для детей. Мы посоветовались с нашими филологами. Они сказали, что можно эти сказки подать, и чтобы были изданы шрифтом Брайля. Когда мы получили первый такой проект, пилотный, наверное, первое издание, мы попросили вот нашего друга Константина. Он к нам пришел, будучи совсем не владеющим крымско-татарским языком, вот шрифтом Брайля, он нам, там, не знаю, с середины открыл книгу и прочитал на странице целый абзац. Сказал, что все очень хорошо передано, каждый знак, каждая буковка на своем месте, и переносы сделаны очень грамотно. Потом мы эти книги презентовали, пригласили педагогов из школы-интернат, у нас есть в Симферополе школа-интернат, и в общем, несколько книг передали им, чтобы и в их библиотеке они тоже хранились. Ну, на этом мы не остановились, мы работали и дальше. И в прошлом году Московская государственная библиотека для слепых предложила нам поучаствовать в большом проекте. Мы приняли это предложение, почему нам это тоже стало очень интересно, и опять-таки нам предложили поучаствовать с нашей крымско-татарской книгой. Здесь мы тоже сделали правильный выбор, мы выбрали книгу Виталия Бианки «Где раки зимуют», она тоже есть у нас. Оригинал книги хранится в нашей библиотеке, в ценном редком фонде, но мы пошли дальше. Мы решили сделать трехязычную книгу, предложили поместить и текст на русском языке, на украинском и на крымско-татарском языке.
прошлом году нами был подан этот проект, и в этом году нам с удовольствием сообщили, что мы из всех 83, по-моему, 83 библиотеки участвовали в этом проекте, и мы заняли первое место, получили диплом победителя. Но, вы знаете, вот без тех людей, которые нам бескорыстно помогали, наверное, в этом проекте, может быть, у нас бы ничего и не получилось. Поэтому мы пригласили сегодня наших друзей, которые очень сделали хорошую работу. Действительно, и эту работу оценили по достоинству и в Москве. Комиссия, которая вот рассматривала все-таки 83 библиотеки с разными, с очень хорошими проектами, и здесь выбрали нас, наверное, в общем-то, мы заслужили это. Поэтому мы решили поблагодарить этих людей, наших друзей, больших друзей, наших волонтеров, представить вам их, пригласили телевидение для того, чтобы как-то широко осветить это событие. Вот этого замечательного рака нам сделала Валерия. Валерия, спасибо. Скажите, пожалуйста. Спасибо. Я считаю, что действительно художница с золотыми руками. Вот как она смогла точно передать это животное, это пресноводное, я не знаю, вот этого рака, и тем более он получился такой, как на картинке. Найти вот тот материал, я не знаю, вот все эти штрихи, потом, наверное, Константин и Александр нам скажут, наши эксперты, вот как и по их ощущению, вот они не видят этого рака, но пальчиками они его пощупали и, наверное, тоже поделятся. Поэтому и огромное вам спасибо. Не только от нашей библиотеки, а, наверное, от всех тех, кто узнает, увидит вашу работу, потому что это очень нужный, и правильный, хороший проект, который мы сделали. И, наверное, это не последняя наша с вами, я так думаю, да, совместная работа. Что-то мы будем еще делать, и будем просить вас, чтобы вы нам в этом помогли. Спасибо большое, очень приятно участвовать в таком проекте, и я очень рада, что действительно он оказался нужным. Вот это самое главное для меня. Спасибо. И вам спасибо. Валерия, мы такую благодарность от нашей библиотеки за ваш труд, Спасибо. Поэтому примите вот это благодарность и небольшой сувенирчик на память. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, очень приятно. Как я уже сказала, это проект на 3 языках. Мы недолго думали, кого же мы пригласим. Фатма Ханум, замечательная актриса с прекрасным, красивым голосом, которая озвучила эту сказку. Фатма Ханум, можно вас сюда рядышком? Вот и сегодня мы хотим поблагодарить Фатма Ханум, потому что она озвучила эту сказку, и эта сказка, звучание и диск нам тоже передали. Курситенес диск, вот он диск. Вот такой диск на 3 языках. Можно не только почитать, а те, кто не умеет читать Брайля, наверное, есть и такие, которые не умеют читать шрифтом Брайля, они могут в любой момент взять этот диск и послушать сказку на 3 языках. Фатма Ханум, чох сагонс, аларазолсын сизден. И мы хотим, Фатма Ханум, тоже выразить нашу благодарность нашей библиотеке. Ой, и подарить маленький такой памятный сувенирчик. Именно такого рака я себе представляла, когда я мучилась этой сказкой. Он был именно таким в моих воображениях. Ваши эмоции как раз такие. Я просто на него смотрела, да, он был именно такой. Именно такой, да. Самому, что предложили поучаствовать в этом проекте. А вы нашли время драгоценное и не отказали. Все-таки, наверное, послушать, как это красиво звучит, правильно передать все эмоции сказки, наверное, должна была актриса такого. Мы могли бы тоже, конечно, прочитать, но это уже было бы, наверное, желающих было очень много неинтересно. Получилось бы не хуже. И вообще спасибо, что мне предложили. Я очень рада. Салу. Спасибо. Я еще хочу добавить, что Фатма Ханум вообще, она очень часто мы к ней обращаемся, она очень много с нами работает, потом вам расскажут о проекте, который есть на нашем сайте, и там очень много озвученных стихотворений, каких-то отрывков из каких-то произведений, которые озвучивала Фатма Ханум. Это тоже один из проектов для людей слабовидящих и слепых, которые и для деток, и для взрослых, которые могут включить компьютер, зайти на нашу страничку и послушать.
Ну, а это, если подойдет Искендер, тоже сделал огромную работу. Фатмаханов, да, это вот для Искендера, мы тоже его Мы его там благодарим. тоже слышим. Музыка, Да, которая да, да. подавала легкий фон. Он вообще великолепный музыкальный. Да, 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 да. да. Он вообще человек такой, очень тонкий, очень творческий. Он сейчас подойдет, вы все его увидите. Все, да. Ну, а сейчас я предоставляю слово Ильнара. Где она у нас? Вышла? Гульнар Ханум, кто будет? Вы, Ильнара? М? Презентацию, да. Нет, мы так пролистали ее, пока вы говорили. Мгм. Вы, наверное, видели, да? Это вот самый знаменитый наш диплом, который нам вручили, которым мы очень гордимся. И понятно, что особенностью вообще этого проекта нашего общего стало то, что это он абсолютно волонтерский. Наша библиотека участвовала только тем, что мы нашли людей. Давайте вручим, да, потом я просто... Да. Вы извините, мы начали с Искендербей, и сегодня тоже было очень много сказано, и вот Фатмаханум сказала ваш адрес, и вот те, кто прослушал диск, отметили высочайшую работу вашу, потому что, ну, действительно, прочитать это одно, но если там есть какое-то музыкальное, не знаю, сопровождение, фоновое сопровождение, но она удваивает, утраивает, наверное, значение И вот, качество красоты, звука, качества и красоты вот этой работы. Поэтому мы вас благодарим. Вот такое вот благодарственное письмо мы сделали для вас от нашей библиотеки. Небольшой сувенир от нас, примите знак благодарности. Да, Фатмахану, вы что-то хотели сказать? Садись уже. Да, продолжайте, Гульнар Ханум. И поэтому... Свет надо выключить? Плохо видно, да? Мы благодарны вам всем, наши дорогие друзья библиотеки. Я даже не хочу говорить там волонтеры, добровольцы и так далее. Вы просто так откликнулись на эту идею, да, и мы вот просто безмерно вам за это благодарны. Я понимаю, что мы получили этот диплом, его вручили нам. Но на самом деле, если бы это можно было, да, каждому из вас этот диплом вручить, то есть каждый из вас внес абсолютно равноценную лепту в то, чтобы это состоялось. Но самое главное, уже традицией стало наша, вот мы еще дружим с Гульнар Ханум говорила, со специальным интернатом для слабовидящих и слепых деток. И у нас традиция стала, мы каждый год, вот с прошлого года дарим им книги. В прошлом году мы подарили тактильную книгу «Времена года», которую сделали сами. Она такая, правда, наверное, примитивная, но мы так радовались, что мы ее сделали, и что это детям будет радостно. И мы записывали тоже диск со стихотворениями. Вот в этом году мы подарим вот это, профессионально сделанное, очень качественный информационный продукт, и мы этим продуктом очень гордимся. И я еще раз подчеркиваю, это, конечно же, ваша большая заслуга. И еще вручали нам этот диплом, тоже было очень приятно и очень жаль, но мы так мысленно были с вами, вручали этот диплом нам на Сударской конференции международной на Дне крымских библиотек, то есть это очень важно и очень значимо было. Присутствовали библиотекари из других регионов, то есть это не только крымские библиотеки, то есть мы с этим проектом прозвучали очень широко. Вот так он выглядит, да, вы видели, что кроме вот этого рака, который сделан именно для слабовидящих деток, Российская государственная библиотека для слепых, это совместный партнерский проект, они сделали в натуральную величину тоже рака. Во-первых, экологически чистый продукт, это кожа и еще какие-то такие глина, которая как пластилин. Они сделали натуральную величину, чтобы детки могли потрогать и почувствовать. Но на самом деле это большой рак, да, понятно, он не такого размера. А вот натуральная величина рака, вот он такой. И всех героев сказки они сделали. Тут и рыбка, и червячок, и улитка, то есть и ящерка. То есть их даже трогать приятно. Я уже не говорю о книгах, которые тоже очень значимы, и книги очень, я тоже думаю, наверное, это большой прорыв, что книги еще шрифтом брали и на крымско-татарском языке. То есть это тоже очень важно, и я думаю, это будет полезно всем деткам. Ну и добровольцам нашим спасибо. Вот знаете, мне нравится вот в слове доброволец, это первая часть. Добро. То есть вы делаете это абсолютно по собственной воле, вы это делаете с душой, поэтому это так вот все получилось у нас хорошо, я думаю. Ну и вот мы вообще участвуем в этом проекте, который называется «Расширяя границы доступного чтения». Но мы
глобально, может быть, это нескромно звучит, наверное, расширяем границы мира для этих детей, для этих людей. Спасибо большое. Вот еще раз вам, наши большие друзья библиотеки. Нет, можно выключить? Константин, Да? можно я вам слово предоставлю? Да, конечно. Можно сидя? Да я могу встать, мне не трудно. Да, пожалуйста. Вот наш самый главный эксперт, Ну, друг наш. скромно. Всем добрый день. Вы знаете, я хочу сказать, что сегодня очень много говорят о доступной среде, как должна она быть реализована. Но вы знаете, спрашивают, что нужно для инвалидов по зрению и как нужно делать. К сожалению, немногие. Я хочу отметить, что сотрудники этой гостеприимной библиотеки и этот слаженный и дружный коллектив смогли сделать очень многое для читателей с инвалидностью по зрению. Ну, начнем с того, что первое место, которое получила библиотека за этот уникальный проект, это говорит о том, что этот проект нужен, и этот проект получит благодарного читателя. Хочу сказать огромное спасибо от Крымской региональной организации Всероссийского общества слепых за тот труд, всем, без исключения, за частичку души и сердца, которую вы вложили. Я надеюсь и верю в то, что мы будем сотрудничать с вами в дальнейшем. И если нужна будет какая-то помощь от нашей организации, мы с удовольствием будем помогать и будем дружить и дальше. Большое спасибо. Какое качество вот книги вы? Ну, от себя скажу вот Диска. Начну с диска. Дизайн диска очень подобран хорошо. Присутствует обложка с брайлевским и плоскопечатным шрифтом, выполнена профессионально. Тут уже много говорили о музыкальном сопровождении, о фоне. Вот видно сразу, что работал профессиональный звукорежиссер. И великолепно была начитана сказка. Огромное спасибо Фатме Ханум, в частности, за ту эмоциональность, за ту красоту чтения на всех 3 языках. Сложно очень было начитывать, потому что издание достаточно старое, 1939 года. И, как филолог скажу, что есть особенности лексического значения и грамматического в этих языках: украинский, крымский, татарский и русский. Ну и если говорить о брайлевском издании, то здесь все четко выполнено как по структуре печати, так и по дизайну. Ну и не было бы этого проекта без такого тактильного, хорошего, профессионально выполненного рака. Огромное спасибо. Да. Вы знаете, эта победа досталась благодаря такому колоссальному труду, терпению и бескорыстию. Правда, об этом говорить очень можно много. Огромное еще раз спасибо. Я вот думаю, может быть, Александр может что-то тоже скажет. В частности. Всем здравствуйте. То, что вы делаете, это очень прекрасно и великолепно, но очень необходимо. В первую очередь для детей, которые не видят. То есть они смогут ту же сказку и прослушать, смогут прочитать, причем на 3 языках, что очень важно. Плюс здесь есть иллюстрации, могут рассмотреть, и наглядные пособия. Наш знаменитый рак, да? Я думаю, вряд ли живой рак разрешит себя сильно подробно рассматривать, так и другие. Поэтому так вам держать, и огромное спасибо. Как-то вот так. Спасибо огромное всем, кто сегодня пришел. А вот мы говорили до этого с Константином, и у нас был разговор и с директором. Вот, и на нашем сайте есть страничка для людей с инвалидностью по зрению. Мы, наверное, сделаем какой-то вот такой мастер-класс, подойдем, когда там будет какое-то вот, не знаю, собрание, когда, может быть, если они соберутся все вместе, пойдем и покажем и расскажем, как пользоваться нашей страничкой и вообще, что есть на нашей странице. Ну, вот,